В прямом эфире новости экономики на Якутия-24 в студии работает Нургуяна Иванова. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поставил задачу перед Минэкономразвития искать новые рынки сбыта продукции и активнее работать с соседями по Евразийскому экономическому союзу. Глава Кабинета министров сказал о необходимости выстраивать глобальные цепочки добавленной стоимости и искать новые рынки. Он также отметил, что нужно учитывать изменения структуры международной торговли в части спроса на товары с предоставлением услуг, которые могут сопровождать этот товар на протяжении всей жизни. Зачастую эти дополнительные услуги как раз и формируют основную добавленную стоимость. Именно эта добавленная стоимость должна быть ключевой целью всех внешнеэкономической деятельности, подчеркнул он. Дальневосточные энергокомпании группы «Русгидро» безаварийно прошли осенне-зимний период. Ключевым фактором снижения уровня аварийности стало увеличение ремонтной программы. В 2018 году на эти цели дальневосточные энергокомпании «Русгидро» направили более 14 миллиардов рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. Повышению уровня надежности энергоснабжения потребителей также способствовали ввод в эксплуатацию ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке в сентябре 2018 года и присоединение к ЕС России центрального и западного энергорайонов Якутии в январе текущего года. На территории Дальнего Востока объекты генерации группы «Русгидро» общей мощностью более 13 гигаватт вырабатывают 3/4 всей электрической энергии и являются крупнейшими производителями тепла. Вопросы интенсивного освоения минерально-сырьевых ресурсов и увеличения объемов проведения геологоразведочных работ на территории Якутии, в том числе в арктической зоне, обсудили глава региона Айсен Николаев и генеральный директор-председатель правления Росгеологии Сергей Горьков. По словам Айсена Николаева, в арктических районах республики выявлены и имеют перспективу выявления новые месторождения с запасами полезных ископаемых, включая золото, серебро и олово. Он отметил, что арктическая часть Якутии до сих пор остается слабо изученной. В частности, объемы проводимых геологоразведочных работ недостаточны для открытия новых месторождений. В свою очередь Сергей Горьков отметил, что объемы финансирования из федерального бюджета на проведение комплекса геологоразведочных работ необходимо увеличить. Он выразил готовность к заключению соглашения о сотрудничестве с правительством республики, которое позволит внедрить и реализовать новые комплексные подходы для воспроизводства минерально-сырьевой базы региона и выявления новых крупных месторождений. Сертификаты на строительство летних ферм Саилыков получили 16 хозяйств Якутии. В частности, на финансовое обеспечение части затрат по их строительству на общую сумму более 43 миллионов рублей получили 12 хозяйств. А сертификаты на строительство летней откормочной площадки для выращивания молодняка крупного рогатого скота на мясо на сумму более 7 миллионов рублей получили 4 хозяйства. Строительство Саилыков осуществляется по программе стимулирования инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2021 года. Отметим, что до 2024 года запланировано строительство 100 механизированных летних ферм Саилыков, где будет содержаться 10 тысяч голов крупного рогатого скота. Бизнес-диктант впервые проведут в Якутске 27 мая. Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства и проводится с целью популяризации предпринимательской деятельности и оценки своего предпринимательского потенциала. Текст бизнес-диктанта зачитает министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких. Принять участие в акции может любой желающий. Акция пройдет на площадках Национальной библиотеки республики. Американская компания Apple в 9-й раз подряд возглавила рейтинг самых дорогих брендов по версии Forbes. Стоимость торговой марки Apple оценивается в 205,5 миллиардов долларов, что на 12% больше, чем в прошлом году. Помимо Apple в пятерку лидеров вошли Google, Microsoft, Amazon и Facebook. Самой дорогой маркой за пределами IT-рынка стала Coca-Cola, расположившаяся на 6-й строчке в общем рейтинге. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.